Сегодня день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Она продолжалась 442 дня, с июля 42 по октябрь 43. Памятную дату учредили в 2020 году. Захват Кавказа являлся одной из приоритетных целей в стратегических планах гитлеровской Германии. Приоритетными были как энергетические ресурсы, так и геополитическое расположение региона. Битва за Кавказ вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, успешно проведенных на обширной территории в сложных условиях. Важнейшей в этой битве стала Малгобекская оборонительная операция. Накануне город воинской славы отметил 18 лет со дня присвоения ему этого почетного статуса. И вот что отметил глава Ингушетии по поводу сегодняшней важной даты. Сегодня мы вспоминаем одну из самых значимых страниц истории нашей страны – завершение битвы за Кавказ. Ровно 82 года назад, 9 октября 1943 года, Красная Армия одержала победу в одном из решающих сражений Великой Отечественной войны. Эта битва длилась более 2 лет и стала переломным моментом, от которого зависела судьба всей страны. Особое место в тех событиях занимает Малгобек – город воинской славы. Здесь проходили ожесточенные сражения, где противник стремился захватить нефтяные месторождения и стратегически важные рубежи, но был остановлен ценой невероятного мужества и самоотверженности советских воинов. Среди героев той войны наши земляки, уроженцы Ингушетии. Они вместе с другими защитниками Родины стояли до конца, проявляя стойкость, отвагу и любовь к своей земле. Многие из них не вернулись с поля боя, но их подвиг навсегда останется в нашей памяти. Мы обязаны помнить и передавать эту память будущим поколениям, а тех, кто защищал Кавказ, кто приближал победу и подарил нам мирное небо над головой. Вечная слава героям, низкий поклон за их подвиг, за мир и за будущее наших детей.